Удмуртская республика – это, в принципе, сельскохозяйственный регион. Для меня, как для девочки, как-то все это было, что я научусь выращивать цветы. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Рябова Татьяна, и я ученый. Занимаюсь разработкой высокопродуктивных агрофитоценозов и конвейерного производства кормов в Удмуртском государственном аграрном университете. Выбирая аграрный университет, тогда еще Ижевская сельскохозяйственная академия, я поступила на агрономический факультет. Для меня, как для девочки, как-то все это было, что я научусь выращивать цветы, мне это будет интересно. Когда началось уже более глубокое изучение тех или иных дисциплин, как-то сложился другой путь, скажем так, путь изучения отрасли полеводства. Все наши исследования, все наши дисциплины направлены на развитие именно сельскохозяйственной отрасли. И, конечно, мы начинаем с того, что Удмуртская республика – это, в принципе, сельскохозяйственный регион, и основную часть сельского хозяйства все-таки занимает молочное скотоводство. А для кормления наших животных, для получения высокой продуктивности, этого же молока, мяса, животные должны быть обеспечены кормами сбалансированными по элементам питания и в полном объеме. У нас есть своя производственная база, Агроплем называется. Там изучаются различные культуры, начиная с зерновых культур, пшеница, рожь, ячмень, традиционные наши культуры, зернобобовые культуры, горох. В недавнем времени начали изучать такую культуру, как соя, не распространенная у нас в республике. В агрономии опыты проводят 3 года, чтобы выявить какую-то закономерность. Сою мы высевали 2-й год. Цель основная такая, чтобы нам выделить сорта, которые возможно выращивать в Удмуртской республике. Здесь мы присутствуем на посевах кукурузы. Изучается один сорт Каскад-166. В этом опыте мы изучаем дозы минеральных удобрений. У нас есть варианты, где удобрения не вносились, и 5 доз различных удобрений. Варианты без применения удобрений по высоте растений уступали, нежели тем вариантам, в которых вносились данные удобрения. Мы разработали совместно с нашей командой, с командой студентов, с командой аспирантов, с командой преподавателей основные элементы технологии возделывания кормовых культур. Все разработанные нами приемы улучшения и увеличения урожайности, конечно, внедряются на производстве, в частности, хозяйствах Удмуртской республики.